Да, ну он здоровый, конечно. Вообще здоровенный. Но опять же, видишь, можно пробовать, правильно? Никто не пробует. Надо пробовать, смотреть. Может где-то есть где-то глубинки здесь, конечно. Вот по такому здоровому пляжу нужен эхолот, реально. Смотреть. Так, без попади кидать донки, я думаю, нет смысла. Одни лоси вон ходят, блин. Тух, тух. Следы. Лоси. Ну что, гон был. Бегали. Интересно. Но не наш вариант. Идем дальше. Ну что, братва, всем привет. На Лиме история продолжается, ребята. Середина октября, грубо говоря. А мы еще, ребят, бодаемся. Ну, кому-то это не будет непонятно, но на севере, ребят, это уже поздняя осень такая прям. Лист, ребята, отошел. Лист только остался на кустах. А деревья, ребята, все уже голенькие. Вон, смотрите, березнячок такой. Сегодня я с Андрюхой. Помните, ребят, на УАЗике с Андрюхой мы ездили. Это подписчик, это знакомый. Познакомились мы так спонтанно. И уже вторая рыбалка, ребята, с Андрюхой. Не успел еще отклематься после 5-дневной рыбалки. Ну, в общем, ребята, такая погода. Опять брызнула. Дождь стоял. И тут солнышко сегодня. Вырвались, ребята, вниз. Вообще в другие места. Так, что-то я проходил на лодках, замечал. Андрюха ездил в свое время сюда. Правда, говорит, 15 лет назад, ребята, здесь был. И, в общем, скомбинировали вот эту пояску. И вот вышли на косу глубокую. Очень глубокая коса. В этом году, ребят, позволяет рыбалки вот именно в таких местах. Особо здесь трава, все вот затоплено, как правило. Ну вот с этой непонятной водой все это дает. Место здесь такое, видно, что людное. Кто-то здесь отлично проводит времени. Шалашик, вот навес, столик сделан. И мы с Андрюхой прямо на буханочке до этого места. Попробуем пободаться здесь по налиму. Мне кажется, здесь, ребята, что-то стрельнет. Хорошее место. На той стороне хороший свал, коряги. Но видно там ямочные такие коряжные места. Ну а здесь такое просторье, песок глубокий. Мне кажется, что здесь, ребят, что-то будет. В общем, тут разбазируемся. Навес, естественно, трогать не будем. Вот. А так в целом кто-то здесь поставил столик. Лиса прям залазила на стол и оставила подарок. Много следов лосиных. Прям вообще жесть. Ну как-то так. Мы здесь сегодня будем жить. Я думаю, ребят, будет интересно. Давайте с нами. С дровами беда. Придется заехать в тайгу обратно. Пильнуть пару сушин. Нагрузить водку. Назначение в машину и привезти. Все. Отдыхаем, пьем чай. Дорога такая не сладкая, но можно ехать. Как обычно, ребят, набрали всякого разного. Ну, что, буханка, да, их полная. Как говорится, все, что нужно и не нужно. Прям газ, стулья, печка у нас, палатка опять будет, поспать, если что, под утро. Кухня. Андрюха тут всяких вещей набрал. Всяких разных. Ну, в общем, выгружаемся, что. Опустошаем машину, ну, по дрова нам нужно будет. Чай пьем и с пилой в тайгу поедем. Да, в моей грибной лодке, да. Одноместная лодка есть, фрегат называется. Вот, это сумка от лодки. Переросла, короче, в рюкзак. Видишь, какая удобная, большая. Ну, да, большая просто. Прочная просто. А так хочу прикупить гермомешки. Вот такие же мешки, только гермо есть. И вот под вещи. Непромокаемые. Да, вот они вот типа. Короче, сразу поставим сейчас. Ты печку-то тоже взял свою турбо? Ну да, я просто хочу возможность удачи. Ну что ж, если бы у меня была буханка, поверьте, она у меня когда у меня бы тут все и было, наверное, не было. Столик, правильно. Так, лодка нам не нужна. Андрюх, там говоришь, что дальше? Уже. По вещам дальше. Ну, можно показать.
еще когда оставить, такие крупные взять. Чаечек, чаечек, чаечек. Фух. Присаживайся, Андрей. Тебе, кстати, как по батьковичу-то? Витальевич. Тоже Витальевич. Ага. Я сейчас 5 дней с Витальевичем рыбачил. Только, правда, Сергей Витальевич. Значит, ты Андрей Витальевич, да? Понял. Давай, Андрей Витальевич, за приезд. За приезд. Фух, погода классная, конечно. Погода дает вообще рыбалки. Ну все, выгрузились. Едем за дровами. Здесь просто кустарник, ребята, вот такой, болотисто, а лес очень далеко. А по дороге съездим, тем более, чтобы не таскать, вот загрузим сейчас машинкой Андрюху полную и привезем нормально. Сейчас что-нибудь напилякаем, Андрюха. Дальше не подойдем уже. А что будем дальше ездить? Да, разворачивайся, пока пилить буду. О, сухая. Андрюха, проедь, я потом ее дороню, она вон держится. Покромсаем. Не наберешься. Ну вот, ребята, сухенькую ломаную и вот тут начинал смоляк пилить сырой. Вот этого нам хватит, Андрей. Вот так. Хватит. Пойдет. Все. Отлично. Ну, просто меня это подваливали, стажу, я сам высыпал сюда. Ну, конечно, там земля. Надо поймать сначала, Андрюха. Да, да, не говори. Я в прошлый раз вторую не утащил, поймают, тогда буду ложить. Правильно. Конечно, порядок, Андрюха.
Размел и порядок. Правильно, я тоже люблю порядок. Ребят, очень много веревок. Что-то я так подумал. Много веревок, растяжки. Плюс он очень низкий, ребята. Но ночью для такой рыбалки не пойдет. Он, в принципе, спокойно вытаскивается. Мы сейчас с Андрюхой просто его берем и перенесем туда в кусты. Ребята, кто будет смотреть, если чей-то шалаш, братцы, не обессудьте. Ну вот, тут и ходить неудобно. Будем спотыкаться, неудобно. Мы просто вытащим. А потом, если кто приедет чей-то, то воткнете в те же дырки и нормально будет. Уберем, ребят, ну реально. Здесь и ходить уже по воде потом неудобно будет. Как-то так. Все, эти концы стягивай к себе. Вот еще. Вот давай туда. Все, мило. Ну вот, другое дело. В общем, говорю, если надо будет обратно, то вот его перенесли, воткнули в те же дырки. Подзабили немножко и все. По красоте. Что-то как-то здесь как будто и костровище рядом. Там делать костер сбоку. Ходить возле этих растяжек неудобняк. Ладно, ставлю кухню на ход. Сюда баллон подключим. Андрюхе мангальчик там туда-сюда. Разберемся. Так, поставлю кухонку. Портативочку. Вот, ребята, у многих спрашивают, что за моделька. Magnum MS 2000. У кого-то есть просто под стандартный баллоны, но вот этого переходника нету. И, в общем, вот этот штуцер идет прям там. Вот он здесь лежал. Вот так вот. И, в общем, просто подключается, закручивается и все. Если я думаю брать, так брать сразу, ребят, вот под такую тему. Ну, со временем прикупили баллончик. Там где-то на Авито продают. Можно прикупить. И уже потом без всякого гемора ходить в дальние походы. Не только использовать маленькие баллончики, ну и большие. Вот такие 5-литровые. Да и можно вообще большие брать. На машине приехал, поставил, живи в тайге. Проверка связи. Все работает. Так, ну что, как обычно, ребята, подготовка снастей. Донок с Андрюхой будем ставить тоже, дай бог. Запасы чуть-чуть обновил, немного грузил. Пашка там не отправил, сейчас наплавлю, но не успел, ребята. С корабля на бал, так что обычно это, конечно, надо делать дома. Но я говорю, только приехал с недельной поездки, и вот такая погода. Мы с Андрюхой собирались. Я говорю, Андрюх, поехали. Лучше, говорю, под солнышком, но зато при своих. Крючочки добавляю в коробочку. Так в пакете не вожу, ребята. Они потом мнутся, сыреют. Ну, это от роллов или от чего там. Баночка. Здесь всякие разные у меня. Это в костер. Спалим все груза. Переберу сейчас все доночки. Посмотрю, что как. Что у нас тут живое, что не живое. Вон они еще, ребят, сыроватые. Я даже их не сушил. Андрюха сейчас крокодилы будет делать свои. И вот получается с той коряги, ребята, вот до того поворота мы все поставим. Будем посмотреть. Вот так вот. Вот так вот. Ну вот. Доночки перебрал. Где-то поводочки новые. Где-то груза были оборваны вообще. Все поставил. Андрюха
Андрюха тут жесткий ряд ставит. Молодец. Так, вы еще подову таскаешь, если все сразу. Да, конечно, правильно. Что ты лишнее телодвижение, Андрей, делаешь, понимаешь? Тут все приготовил и все ходишь, шмаляй только. Правильно, правильно. Молодец. Я сейчас свои тоже буду. Так. Первенький. Андрюх, ты как настоящий карпятник, я тебе скажу. Не, ну это нормально. Я в целом когда-нибудь тоже перейду полностью вот на вот такие снасти. Я вообще хотел китайский, типа фидер. Да. А я хотел, видишь, она длинная. А я хотел такие, ну, на ютубе увидел, один с Китая увидел. Ну я тебе говорю, вот подонки, Андрюха, лучше крокодилов не найти. Вот они ломаются в двух составах. И тест 250 грамм, ну это просто, блин, можно просто как хочешь. 2,100, а 1,80 м некоторые. Вот у меня 1,80 м есть. А, есть что-то? Да. Вот у меня 1,80 м. Вон Андрюхи, ребят, такая поводочница. Вот что, огонь. Сам раз. Пойдет, Андрюха. На налиму пойдет. Единственное, то, что я почему с длинным цевьем работаю, чтобы, ну, шматок червя. Видишь, тут как бы один просадил, второй, третий уже в упор. А я как бы насаживаю, так насаживаю по-человечески. Вот такая поводочница. Тут поменьше, да, Андрюх? Да, вариант такой. Ну. Какой сезон, когда ловить мелкую, большую. Правильно. Ну, правильно, да, что? Запас червей. Сегодня у нас на червя, ребята, будут. Ну, живец попадется, будем ставить что. Как-то так. Как-то так оно дело. Так, друзья, ну что, все, начинаем. Крокодильчиков своих приготовил, червей, рогатульки. Иду, получается, самый конец относительно от лагеря. Вот у нас тут будет лагерь. Андрюха начнет песок и будет спускаться ко мне. А я начну с травы и буду потихоньку выходить сюда, вот на вот этот песочек. На вот этот песочек. Ну и, как, конечно, надо будем ночью ходить, проверяться вместе. Поставим, ребят, зарядим. Посмотрим обстановку на дне, какая глубина. Да и так в целом. Может, какой-то окунь. По одному пока червю. Так, ну вот здесь такое местечко. Первое поперло. Ну, не сказать, что глубоко, но в целом нормально. 100 грамм, где-то секунды 3. Пойдет. Эти светлячки потом уберу. Поставим другие. Ну, короче, как-то так, ребята. Рядышком другую. Ну и вот так раскинемся. Скоро, ребята, скоро зима. Готовлю потихоньку технику. Есть у меня в задумочках один план. Посмотрю, если все срастется, то будет круто. Но опять же новое место. Люблю новые места. Так, не знаю, вот тут подальше, поближе. Пока бровка непонятна. Будем пока вот так приглядываться, так скажем. Будем пока приглядываться. Подальше попробуем вот эту. Ну вот, в общем, здесь последняя из 5 моих закидушек. Здесь еще есть островок. Пойдет. Можно еще доночку, ребят, сюда лупить.
Потому что снастей много. Я говорю, Андрюха, давай ставить все. Пускай стоит все. Давай, Андрюха, пыляй. Все выпуталось. Да. Ну и ладно. Ты так аккуратнее может вырвать. Как раз приземлился и... Так, ладно. Подмотать чуть-чуть. Да. Ну все, закрываю этот кусок донкой здесь. И в принципе иду напрямую к Андрюхе. Андрюха уже начал тоже расстановку. Здесь такая заводь какая-то получается. И вот ее приходится обходить. Но в целом нормально. Я так понимаю, вот свал самый вот тут идет, ребята. Здесь уже такой выход. И выходят в обрывы вот такие. Бывало и на обрывах даже ловил. Причем хороших налимов. Там, как правило, далеко кидать не надо, как с пляжа. Яма сразу, глубина идет под обрыв. И бывало прям хорошо ловилось на обрывах. Ну, угадать не угадаешь. Бывает и на мелях он хорошо берет. Будем брать дистанции и смотреть. Это жаба, ребята. Но это очень крупная. Кстати, прошлую рыбалку я ставил на продольник. Лягушку. Ни хрена не сработало. Да, она и крупная слишком. Пускай отдыхает. Свальчик, конечно, интересный. Мне очень нравится. Только вот под какой дистанции будет налим, вот это да, это надо понять. А налим явно здесь есть, ребята. Вот здесь такой мысок, вот с него буду продолжать и идти навстречу Андрею. А может и вообще, ребята, в минус. Может место тут вообще. Вот бывает, как по сезону. Поворот клюет налим, за поворотом он вообще не клюет. Вот как понять, я вот это не знаю. Поехали. Шикарно. Кстати, по седонах, ребята, вот этот изгиб, он у меня был разорван вообще, когда мы рыбачили 5 дней. Вот только-только корочка начала покрываться, и вот сейчас забросил, чувствую неприятно. Короче, разобью я палец до конца. В общем, ребят, расставляюсь, уже заканчиваю. Там бубенчики звенят, просто страшное дело. Ну, мелочь. Понятно. Ну, короче, то, что я поставил, уже надо, короче, идти просто проверяться. Ну ладно, в целом, снасти уже в воде, замочены. Перед сумерками уже можно будет пройтись спокойненько, насадиться. Это уже не ставить, скажем. Немного чистю. Потому что, ну там еще ладно, как-то немножко дал уширение. Но здесь, потому что я уже выпираюсь Андрюху. Андрюха тоже уже вышел на середину прям. Короче, посмотрим. Ну здесь прям вот так, вот эту, прям так часто поставил. Ну, часто, но разную дистанцию идет. 20 метров, 15. Как будет налим ползти, не знаю. Все, в принципе, закончили процедуру. Андрюхе пару донок. 4 часа, Андрюх, нормально. Сейчас костерочек сделаем. О, ребята, смотрите. Вон они. Какие красотки летают, блин. Собрали мусор весь, всяко разно. Место хватило? Место, да, там можно было еще ставить что. У Андрюхи что-то тут вообще раздача. Кто-то тут живет у него в травушке. О, смотри-ка. Елец.
Ох ты, ах ты. Елец или Вот подъязок? такой здоровый. Ну-ка показывай. Да, елец. Да, гигантский елец. Хороший елец. Так, пора саду кидать. Опять, короче, ты первый, Андрюха. Да. Ну, рыбак. И на это у него, кстати, клюет, ребята. А это только он поставил, получается, рядышком. Далеко не надо. Вот тут какая-то ямка. Ну, не зря тут что, шатер. Какое-то местечко здесь интересное. Здесь без конца прыгает рыба. Ну, здесь, да, что-то так весело, ребята, кажется. Ельцы клюют. Причем хороший елец. По коме, кстати, ребята, у нас называется мык. Рыба мык. У нас в коме есть свой язык. Андрюха, ты по коме? Да. Понимаешь? Ну-ка скажи по коме что-нибудь. Удачной рыбалки скажи нам. Как будет? Я не умею разговаривать. Ну, как пример? Черные кормленные юваланы. Я не умею разговаривать, когда меня просят. Понял, принял. Ну, тоже неплохо. Так, друзья, как говорится, война войной, обед по расписанию. Вожу, кстати, сейчас постоянно на рыбалку полотенце, что-то протереть, что-то еще. Красота прям. Протер там туда-сюда сковородочку, руки. Взял себе один флакончик, вообще на ночь хватает. Так, что, Андрюх, перекусим, да? Надо перекусить. Немножко. Сейчас яишенку с бекончиком сделаем. Покушаем. Ну, погнали. Маслица. Туда-сюда. Пальцы замерзли. Опа. Немножко маслица. Сейчас обжарим и чуганов туда влупим. И будет бодро. О, Получилось. молодец. Вот так вот и надо. Бекоша. Американская колбаса я ее называю. Яички, яички. Кастинговая сеть, да, Андрюх? Да. Называется. Кастинговая сеть, да. Да. Живцовая. Живцовая. Ну-ка давай покажи мастер-класс, Андрюх. Да. Блин, серьезный ты тип, я тебе скажу. Да. И все, достаешь сразу, да, считай? Да. Не отцепилась почему-то. Не знаю почему. Не отцепилась. Не должно цепляться. Угу. Может. Живцовый вариант. Понял. Вот так вот. Бигульме. Ну вот, ребята. Ужин готов у нас. Такая яишка. По Чайковскому.
Раз. Вот как-то так. По-простому. Ну что, братцы, отужинали. Срано, конечно, ужин у нас получился как завтрак. Но на скорячок, так думаю, замучу. Все, ребята, уже сумерки. Вот осень, как она есть. Сейчас, причем с каждым часом, точнее, с каждым днем все темнее раньше и раньше. Шикарная погода, ребят, просто тихо. Сегодня вот такая коса у нас. Новое место, вот реально для меня. Здесь никогда не пробовал, не рыбачил. На лодке много раз проходил, но этот сезон не дал вот эти перекаты беспонтовые. Так великолепно проходить, так скажем. Потому что в планах был, вот, куплю мотор большой и буду не там, где постоянно было, а вот новые места открывать. И тут с этим летом жарким не получилось. В общем, пока светло перекинусь, там у меня все звенело. У Андрюхи здесь прямо вот в этой курюшке, как, ну не знаю, так я так просто называю. Место такое, как травянистое, и такой выход. Клюет елец, мелочь какая-то поклевывает. В общем, донок так прилично у нас. Будем посмотреть. Ладно, начнем прогулочку. Сегодня придется походить, да. Ну, пока расставлялся, ребята, раскрыл я палец свой. Бедолага не зажил он у меня еще. Походу будет хана ему после этой рыбалки. Пробовать буду как-то с этого пальца. Многие кидают загрузило там, просто как заброс. Многие там крутят, как Андрей. Я вот привык чисто вот верхний поводок, петля в петлю, за него вот берусь и кидаю. А раньше делал дополнительную петлю, за нее кидал. Ну как-то так привык я. Что-то даже подснесло ее, ребята. Не знаю. Посмотрим, как трава. Травы вроде не особо. Но нет, есть. Есть, зараза. О, рыбка, ребята. Я говорю, что-то подснесло ее. Что тут у нас? Елец, ребят, смотрите, какие елицы. Ёк-макарёк. Не только у Андрюхи. И у меня. Жирный просто. Жирнющий елец. О, какая рыба. Ох, мы будем ловить его, ребята, осенью, точнее весной. На последнем льду. На тонкие снасти. Рыба жила тоже, как хариус. Серит, ребята, елец на кормежке. Отлично. Трава есть, ребята. Ну, не трава, а вот эта тина какая-то такая непонятная. Еще хуже, чем трава, блин. О, рыбка, ребята. Смотрите, ребят, какой елец. Какой елец. И Катя его и жрали еще, блин. Смотрите, братцы. Его еще и жрали. Щука. Щука била. Блин, живец нужен. Хищник жрет. Место интересное. Блин. Бодала вон. Такие раны. Да. Ельцы, ребята, клюют. Сейчас, в принципе, блин, хоть езжай днем, рыбачь по ельцу. Я игру, главное, ставлю. Там уже донки. Слышу бам-бам-бам-бам. Ну, думаю, мелочь. Потом такой звон какой-то был. Походу, это вот щучий удар и был.
Да, щука, значит, тоже здесь есть. Ну, здесь надо миногу. Явно миногу. Тогда все будет четко. Ну, точка, значит, такая интересная. Вот хрен знает, что сейчас насаживать. Червя. Живца нету. Вот это трава, вот она, блин, сейчас будет все голову тут делать. Травушка, муравушка. Что-то есть, ребят, да ну нахрен. Елец, ребята, прикиньте. Охренеть, блин. Ельцы херачат. Да какие крупные, блин. Тут и елец, и щука стоит на точке. Ну вот что, три ельчика, ребята. 3 ельца. 3 ельца на закидушке. Посмотрим, что на дом тут. Понял? Ух ты, блин, ребята. Кто это? Ясь. Хрена себе. Это рыбалка, блин. Ближний, кстати, ребята. Язёк, смотрите. Не крупный, но язёк. С вечера тут какая рыбка гуляет. Прикольное место, походу. Вот и донышки тоже отстреливают. Это, кстати, недалеко, ребята, я кидал. Вообще недалеко. Думаю, искать буду тропу. На нее язёк сидит. Ну, крючки, конечно, бомбовские. Они мне что по фидеру понравились, что по налиму держат. Отлично. Ну что, все. Пока гуляли, уже все полностью потемнело. Костерочек. Ставить надо свет. Ставить надо свет над лагерем. И будет все классно. О, изморозь, ребята. Изморозь пошла. Как обычно, рогаточку вырубаю. И вот так ее как-то над столом подвешиваю. И все здесь шикарно. Видно, кушать готовить можно. Ну и что-то почитать даже, если прям такое желание присутствует. Ох, ребята, возле костерка так четко. Я, блин, с этими рыбалками прописался уже в тайге. И мне здесь хорошо, ребят, на самом деле. Мне здесь спокойно. Домой приезжаешь, выходишь на связь. Звонят друзья. Узнаю там в соцсетях там. Или что-то еще. Кто-то с кем-то подрался. Кто-то что-то украл, кого-то посадили. Кто-то разбился. Кто-то перебухал, передрались. А здесь, ребята, здесь волки. Зараза. Пришел к Андрюхе помогать. Поклевка. Ага, есть. Налим, походу. Пойду, думаю, Андрюхе помогу. И на крайнюю тут. Ага. Гуляет.
Ух ты, хороший. Смотри, ребят, какой. О! Иди сюда, брат. Вот это Муся. Вот это Муся. Стрельнула муровка. Смотрите, какой, братцы. Добряк. Да он извинил-то так по-страшному. Это моя последняя донка. Я уже к Андрею не пошел. Вот у меня тут все. И иду к Андрюхе, слышу, звенит. Смотри, Андрюх, какой. Вот это монстр. Вот это монстр. Красивый? Вот такие здесь есть. Вот, последняя донка, Андрюха. Вот. До тебя он дошел. Так Да. что бровка работает. Класс. Огонь. Блин, здорово, ребята. Хороший брат. Я же говорю, сумерки, он выходит. Начинать надо Андрюхе. А он что-то там ложкается со своими хапугами. Это, говорю, не то, Андрюх. Вот тут сходу брат хапнул. Че, брат, уперся, да? Ты только не сожри яйца, как в прошлый раз в пацаке. Кстати, посмотрим, ребята, 3 яйца, может, сожрет. Ух, адреналина. Хапнул маломайски. Отлично. Ну что, распечатался. Это, кстати, ребята, донка, которую я поймал. Кто смотрел, кто со мной, ребята, помните, когда волки меня прессовали, эту донку я выловил. Сейчас она что-то лежала у меня. А я думаю, ладно, туда поводок один повешу. Да и хрен на нее. Вон какие черноловики у нас есть. Андрюха привез. Красный червь я не использую. Ну что, четко, братцы, четко. Ну ладно, здесь по центру бахнул. У Андрюхи вон уже закидушки начинаются. Метров 20 получается. Но я раскинул разную дистанцию. Будем посмотреть. Андрюха не слышит. Перевязывается. Я к нему иду. Бегу точнее. Он думает, что я пробежал за него. Не, плотва. Она здоровая, блин. Я говорю, тут четкое место у тебя. Здесь, блин, считай, елец, плотва, и до этого поклевки были еще. Так что, может быть, и возле, да, Нет, я тебе говорю, вот надо, Андрюха, вот здесь по центру еще донку поставить. Сейчас, поставьте, я забыла, видишь, какая память? Ты сказал, я взял, донку и забыл. Поставь, потому что этот... Сейчас елец катится, может и крупные ельцы попадаться, блин. А что, не рыба, что ли? Рыба. Друзья, пришел до садка, совсем вспомнил вот недавно. Налимятники должны меня понять, кто только начинает, ребят, небольшой совет. А в налиме есть хороший деликатес, это налиме печень. Цимус такой, да, жареный. Ну, бывает при ловле налима, когда рыбак приезжает домой, ее или вообще нету, или она какая-то больная. Но это, ребят, совсем не так. Это есть такая поговорка, пословица, или как поверье, налим ест печень. То бишь он когда попался, вы ложите его в пакет, эта печень просто в нем же и растворяется. Но налим ее в целом просто не ест. Это всего лишь кислород, как губка, он просто ее сжимает, и от печени ничего не остается. В общем, подсмотрел у якутов. Кто с Якутии, большой привет, ребята. Вообще мне нравится ихняя культура, позиция и их жизненные. В общем, налим, ребят, не маленький. И чтобы такого не было, якуты делают вот здесь надрез. Выпускает воздух. Вот всего лишь вот такой надрезик. Тогда будет проходить воздух, и печень сохранится
Идеально. Идеально. Не знаю, такой способ я впервые использую. Обычно я ломал хребет на лиму. Но после этого на лим не доживал и приезжал домой весь такой какой-то непонятный. В таком способе печень сохраняется. Давайте это мы посмотрим. Ну все, помог Андрюхе перезакинуться. Тяжело Андрюхе немножко. Ну ничего. Ну режим такой боевой, да. Совы, ребята, летают. Уже 5-я сова, наверное, здесь проходит. Надоели. Здесь пасутся на полях. Мушкуют. Хищник выходит. Так, у нас времечко 6 часов. Вот, значит, 5 часов, ребят, на лим уже клюнул. И это отлично. И бель поклевывает, всякое разное интересное. Утро, значит, тоже будет веселое. 6 часов. Вышли звезды. Идет пар. Ну, пока бегаем. Все у нас шикарно на кордоне. Место мне уже нравится. В целом. Бывает, всю ночь просидишь и этого даже не видишь. А здесь уже вот так как-то. Андрюхе сказал поставить донку еще возле центра. У него здесь окунь попался. И там еще елец. А, плотва. Ну, крупная, хорошая. Сорога, чебак. Как по-разному. А у меня там 3 ельца и подъязочек. Короче, рыбалку начинаем. Это другие, да, Андрюха? Да, это я решил так сделать. Ребята, опять Андрюха тут лайфхаки привез. Сейчас. В общем, убирает он. Во. Подожди, думаешь, он сейчас не должен. Вот, он не моргает, да? Да, потом немножко это, клюнет, все, дернется, упадет, и надо будет Это получается, это для непилей, я так понимаю. Да, золотник, для золотника. А, золотника, да? Да, для велосипедного, да. Я увидел, ого, такой даже не видел. Сейчас его сделаю. Фига ты, блин. Так, убираем. Бумажку я убрал, чтобы это не... Не тратился аккумулятор. Да. Тихо. Не надо было поскурачивать и все. Да. Понял, да, он здесь. Вот так, да, Андрюха, правильно? Наверное. Так, ладно, понял. Да, Андрюха, Попробуй. ты любишь химичить, короче, слышишь? Ой, я вообще люблю... Я что? Я вот такие светляки. Палочки. Ага. Ну, это просто палочка ломается, знаешь, Андрюха? Да. Я Бубенчики суются. Да, я как-то брал, раньше давно уже простенькие были какие-то. Угу. Когда полностью тоже было. Я как-то, Серега приезжал, оставлял мне Ага. набор светлячков. Ну что, господа налиметники, все, вечер в хату, как говорится. Андрюха пошел переодеваться. Я говорю, давай, ты на меня не смотри. Хотя, ребят, сколько времени нахожусь вот на таких рыбалках зимой. Вот эти ночевки, ребята, они реально забирают здоровье очень много. Вроде все красиво, отдых, костерок, но тяжело, ребят. С рыбалки приезжаешь, вот реально прям выжатый как лимон. Так что здоровье надо беречь с малому, как говорится. Все, Андрюха приготовил светляки, и я пойдем пройдемся. Утеплился, Андрюха? Да. А-то все был Во, тонкий. другое дело. Как будто потеплее костюм. Ну, ништяк. Что, пойдем пройдемся? Пройдемся. Давай, все взял. Взял свои светодиоды. Шарик туда, вот. Ага. Помогает, все хочет. Все, понятно. Поставим. Заправим. Ага, вот так, да? Да. Если поклевка, короче, идет вверх, он переворачивается. Все, вижу. Как будто так должно быть. Понял. Принял. Работает. Так, а что нам надо? Шоколада. Так.
Короче, у тебя по-всякому регулируется, да? Да, да. Раз, все, Я думаю, если клюнет, пойдет, работает. ага, все, огонь. Начну перезапроверку. Андрюха побежал, у него что-то перевернулся этот бубенчик Иван. Может, плохо поставил или поклевка. Опа, а у меня тут что такое? Это у меня крайняя рыба, ребята, походу. Что-то снесло. Да, вроде рыба. А кто? Кто? Опа. Кто там? Хрена себе. Говорю, надо проверять, блин. Дела-то какие. Налим, ребята. Налим. Никодим. Ну что, место интересное. Место мне нравится. Не крупный, налим мях. Стоять, брат. Заглотил-то, как самый настоящий. Возьмем жаренка. Андрюхе рыбку сечем. Поймаем. Я-то с рыбкой как бы. Я, так скажем, с рыбкой. Мы сейчас хорошенько поймали. Рыбка есть. Всех угостили. Ну как что, привожу домой. Многие говорят: Андрюха, что ты, наверное, там светишься уже от рыбы. Ребята, ловим-то. Ловим сколько нужно покушать. Я лично не забиваю морозилки, чтобы она там мерзла, кисла. Зеленела эта рыба. Поймали свеженькую. Сразу маме, себе, сестре, тете иногда. Короче, вот как-то так и живем. Зато всегда свежая рыба на столе. Ну что, друзья, прошелся, прогулялся, на дальние посмотрел. Ну, один налимчик, такой жаренок. Не крупный, конечно, вот такие вот, как первый. Вот это я понимаю. Хотя у многих скажут, что это тоже не налим, но это, в принципе, ребят, для наших мест нормальный налим. Самый путевый. Полторашка, а то и больше в нем. Где-то около 2. Тут тоже быстренько пробежался. Где-то черви вообще есть, где-то их вообще нету. Это вот еще с вечера последние были поклевки. Я думаю, все. Начинаем. Теперь уже, если зазвенит, так зазвенит. Ну, хотя вот мне на дальний кордон ходить надо в любом случае. Не слышно тут, очень далеко. Ладно, иду на лагерь. Что, ребята, с рыбалочку. Красота просто. Такая погода в октябре, ну это просто супер. Круто. Так, ребята, ну я хочу испытать ракетница. После той рыбалки, помните, ребят, когда меня держали волки в обороне? Я приезжаю домой, точнее, я приезжаю после следующей рыбалки, после 5-дневной. И стоят на полочке вот такая вещь. Это Алена Сергеевна, это моя мама. Сама законетелилась, заказала в городе, привезли. В общем, ребята, о чем мы и говорили. Сейчас в моем ассортименте вот такая штуковина есть. Получается, с 2 сторон. Можно сразу делать 2 выстрела. Вот такая вещь. И вот такая упаковочка. Стоит в районе 1000 рублей. Ну, грубо говоря, это 500 и вот это 500. Здесь 15 ракетниц. Ну, все как полагается. Видно, ребята, капсул. Ну, тут видно боек. И получается вот разных цветов. Желтая, зеленая и красная. Сигнал охотника называется.
средства пиротехнические, патроны сигнальные резьбовые. Красные 5 штук. Патроны предназначены для подачи огневых сигналов, бедствия, внимания рыбакам и охотникам. Ну, то бишь, ребята, никак это не пугач, это просто идет сигнал. Соответственно, красный, желтый. Сейчас мы, наверное, и попробуем. Начнем с зеленого. Начнем с зеленого. Вот просто получается, он вкручивается, вводится и просто ну я тебе скажу, здорово. Ну хлопок ты здоровый. Вообще от души. Вообще от души. Мне прям по пальцу дал, я тебе скажу. Отдать есть, да? Да. Так, давайте другой попробуем. Это вообще другой? Ну, другой цвет. Ага. Немножко наискосок можно, да? Ну, давай попробуем наискосок. Вводится. Смотри, как освещает. Круто, да? Здорово. Блин, вообще огонь. Да, серьезная вещь. Ну, это красный еще. Красный это как бы... Ну, это, в принципе, подача бедствия, понял, Андрю? Андрю, говорю. Я не знаю, если вдоль реки его так пустить не вверх, а вдоль, что будет интересно. Блин, вообще здорово. Даже в речку упала. Отлично. Мамуля, спасибо. Теперь я в безопасности. Я так думаю. Целая пачка?